Река Лена. Друзья, вас приветствую в поселке Кангаласы. Сегодня у нас 31 мая. Завтра начинается лето, и в принципе в Якутск оно уже пришло. Жара стоит, все, шорты можно, шлепки одевать. Вот, но сегодня выпуск будет не о моих делах, это я вам расскажу все отдельно попозже. Сегодняшний выпуск я хочу посвятить Находкину Николаю Александровичу. Именно он попросил меня сегодня сюда приехать. Сейчас попозже расскажу зачем. Тема, конечно, не очень такая позитивная. С Николаем Александровичем мы познакомились ровно 3 года назад, в мае 2020-го. Благодаря Ниргуну он меня ввел, скажем так, в экспедиционную команду. Ниргун, привет тебе и спасибо. Павлов Ниргун, капитан нашего катамарана «Кочевник». С тех пор я стал частью команды экспедиционной на остров Бенетта. Тогда вот познакомились с Николаем Александровичем, и с ним с тех пор прошли уже, получается, 4 больших экспедиции. То есть 2 вот в Арктику на Бенетта, и 2 еще на бурлаках. Мы ездили до Сипинкюли, этой зимой на Батагая. Вот уж сейчас я видео выпускаю. В общем, я очень Николаю Александровичу благодарен за вот те возможности, которые он для меня открыл. Эту зиму я работал у него в организации ООО «Безопасная Арктика». И вот хотел сказать, что насколько я его знаю, я вижу, насколько человек всю жизнь старается сделать что-то хорошее для общества, для Якутии, потому что вот он вообще, он ученый. У него огромное количество экспедиций, не знаю, по всему миру. Насколько я помню, у него столько интересных историй, которые он нам постоянно рассказывал. Я просто иногда в шоке был. Там и смертельно опасные ситуации, и, в принципе, такие ситуации, в которых обычный человек, я даже вот, глядя на него, я знаю его 3 года всего лишь, да, я его не знаю молодым, когда он был полон сил. То есть там такие вещи, что это, не знаю, нужно быть каким-то суперменом, чтобы делать такое. Вот, и очень вдохновляет меня то, что он, он сейчас председатель Российского союза спасателей. До этого он 10 лет возглавлял службу спасения. 10 лет он занимался тем, что вот пытался наладить такую хорошую работу, чтобы лучше спасать людей, скажу простым языком. И сейчас он председатель Российского союза спасателей, якутского отделения, и продолжает свою деятельность. Вот его ООО «Безопасная Арктика» разрабатывает коротковолновые рации, которые там бьют до 300-400 километров. Вот мы находимся на 3-м канале сейчас. Мы проверяем коротковолновую рацию. Местоположение наше — мыс Святой Нос, это берег Ледовитого океана. Это очень хороший выход для, например, охотников. Вот здесь в Якутии очень много охотников, которые там уезжают на 2 месяца, в избушке живут, охотятся. Валера, например, также постоянно, каждые 2 раза в год ездит. И здорово там было бы поставить рацию там и дома, например, да, и безлимитно можно общаться. Один раз купил, все, и там, никаких ограничений. Правильно антенну настроишь 1 раз, и все. СМСки можно писать. Я хотел бы про эти рации отдельно рассказать. А в сегодняшнем видео я расскажу про маяки, потому что вот наступило лето, сейчас люди пойдут на охоту, на рыбалку, потом там пойдут грибы, ягоды. И, к сожалению, Якутия огромная, и часто теряются люди. Постоянно ребята, спасатели на выездах ищут людей, не всегда находят, иногда трагичные ситуации. Николай Александрович вот даже сегодня пытается сделать что-то, чтобы улучшить поиски людей. Вот есть разработка «Маяки», вот как раз в конце этого видео он сам лично расскажет про них. Почему я еще сегодня выпускаю это видео? Потому что завтра, 1 июня, у Николая Александровича юбилей, 65 лет ему. Николай Александрович, я вас искренне поздравляю, желаю вам здоровья покрепче, чтобы продолжали вы свои дела. Представьте, в 64 года, вот в том году, да, 22-м, мы ходили в экспедицию в Арктику. Вот кто из вас там, я не знаю, в 40, там, 50 готов так вот идти куда-то в экспедиции, там, такие мощные, смертельно опасные. А он ходит, продолжает, хотя, конечно, там возраст берет свое, какие-то уже есть нюансы в этом плане. Но я, Николай Александрович, желаю вам, чтобы постоянно у вас были силы на то, чтобы продолжать свою деятельность, чтобы у вас постоянно были новые идеи. И я знаю, что вы хотите вот как можно больше хорошего оставить вообще в мире, в жизни, в Якутии, что вы патриот нашей страны. Искренне желаю вам побольше, еще побольше больших важных дел. А вы, друзья, пожалуйста, в комментариях присоединяйтесь к поздравлениям. Я сегодня постараюсь видео выпустить, чтобы завтра Николай Александрович мог еще получить ваши поздравления дополнительно. Вот на фоне такой красоты Кангаласы. Давно хотел сюда доехать, но вот гриповал 2 недели. Сейчас только ледоход пропустил, только сейчас смог выбраться. И, конечно же, я очень благодарен Николаю Александровичу за возможность сделать 2 уже фильма
Если бы не он, этого бы ничего не было, поэтому для меня это просто очень большое достижение. Конечно, не терпится поделиться со всеми. Немножко мне не по себе, что я вроде как закончил, а показать никому не могу. Мы сейчас занимаемся прокатным удостоверением, но еще, может быть, месяц потребуется. Надеюсь, у нас все получится, еще только-только в стадии там начальной, я бы сказал, все это. В этом году Николай Александрович, ввиду отсутствия больших экспедиций, планирует использовать какие-то свои личные ресурсы, чтобы оказывать какое-то содействие спасательским операциям в Якутии. Ну, поиск людей, либо что-то. Вот, ну, мы вчера с ним как раз обсудили, говорит, вот хочется что-то быть полезным, пока мы там никуда не уехали, никаких больших планов нету. И вот сегодня он отправил меня сюда, в Кангаласы. Должен был со мной тоже поехать, но повредил ногу, сейчас пока не очень мобилен. Осенью здесь произошла трагичная ситуация, пропал человек, и до сих пор он считается без вести пропавшим. Таинственным образом не смогли найти. Нашли, вот это карьер кангаласский, нашли здесь его одежду. Водолазы пытались тоже организовать поиски, но не венчались успехом, ну, не было ничего найдено. И сегодня попробуем, вот, я взял подводный дрон у Русского географического общества, попробуем сейчас еще вот обследовать какие-то места, может быть, что-то, ну, сможем найти. У людей еще остается надежда, конечно, тяжелая ситуация, и как-то вот хочется, ну, поучаствовать со своей стороны. Конечно, шансов, мне кажется, мало, но тем не менее, вдруг получится. Так что вот такая ситуация. Вот Гаврил, Станислав встретили меня в Кангаласах. Дорогой Николай Александрович, мы горячо вас поздравляем с днем рождения и с юбилейной датой. Спасибо большое, огромное, что вы оказываете помощь в таких ситуациях, когда люди попадают в сложную ситуацию. Вот поэтому от нашей семьи, от нас, вам до земли поклон. Желаем, чтобы у вас было крепкое здоровье, дальнейших успехов во благо нашего населения, нашей республики. То, что вы делаете, очень полезно для людей. Спасибо огромное. Поздравляю. Я же это, с детства, 6 класса у меня свой лодочный мотор был. Ездил по Вилюю, пока меня ГИМС не поймала. Все. Да, тут плохо все видно. Ну, как ожидалось, конечно, ничего не получилось там найти, увидеть толком. Темно, нужно тут часами плавать, постоянно дрон заряжать. В общем, будем думать, как это, может быть, эхолотом, либо камерой все это сделать. Ладно, на этом я заканчиваю, друзья. Всем счастливо. Николаю Александровичу еще раз с юбилеем. И завершим видео, его интервью про маяки. Пускай Николай Александрович расскажет, а вы послушайте, очень интересная вещь. И поддержите видео, потому что хочу, ну, чтобы вот побольше людей об этом узнало, и, может быть, люди в сфере МЧС, спасателей, руководящий состав смогут принять оперативно какие-то решения по поводу вот маяков, потому что, ну, на мой взгляд, это действительно очень облегчит работу спасателей по поиску людей. 100%. Все, давайте, всем счастливо. Поисково-спасательный маяк – это устройство для поисков людей, потерявшихся, заблудившихся в лесу. Маяк, он устроен так, что каждые 5 минут он трижды дает гудок. Протяжный гудок автомашины, или можно сказать, как паровозный гудок, для того, чтобы дать ориентир людям, которые, ну, потерялись в лесу. И причем гудки дает трижды. Это специально сделано для того, чтобы человек, который долго ходил по лесу, ему может показаться там на первый гудок. На второй он уже остановится, примерно определит направление, что ему не показалось,
и третий точно поймет, в какую сторону ему двигаться. И через 5 минут это повторится. И такими гудками, ну, на расстоянии где-то 3-4 километра можно окружить место, где пропал человек. Рассчитывается примерное расстояние, куда он мог уйти. И по заведомо большому периметру этот участок леса, ну, огораживается маяками. Да, придумали это устройство якутские спасатели, потому что, ну, в Якутии очень большая тайга, очень много ягод, от земляники до голубики и грибов. Естественно, люди запасаются на зиму, и бывает, что закрутятся, заблудятся. А искать людей в якутской тайге сложно, потому что, ну, во-первых, плотность населения у нас 1 человек на 3 квадратных километра. И 100 человек набрать, чтобы прочесывать лес, это, ну, нереально. И поэтому решили спасатели вот такой метод поиска сделать, когда сам потерявшийся играет большую роль. Потому что все технологии поиска человека, они направлены, как будто человек спрятался, его ищут там с тепловизоров, там с разных устройств дорогих. А это устройство помогает меньшими силами эффективно находить людей. Причем работает этот способ круглосуточно, не зависит от погоды, дождь, осадки, ветер. Если в какой-то отдаленной деревушке в администрации есть набор таких маяков, то они могут поиски начать, не ожидая приезда спасателей, не поднимая самолеты, вертолеты, там, не мобилизуя много волонтеров. Практически получается так, если человек потерялся, люди сами ищут своей семьей или своей группой. Если не нашли, вечером уже приезжают в администрацию ближайшего населенного пункта и говорят, что такое-то случилось. И в этот момент, не ожидая спасателей, любой тракторист, скажем, может объехать этот участок леса и расставить эти маяки. Утром человек, который заблудился, он, ну, конечно, и голодный, и напуганный, будет только рад услышать где-то, ну, отзвук цивилизации. А когда придет, там вместо машины вот такой гудок, это прототип нашего маяка. И там будет запись, что Мария Ивановна, не беспокойтесь, вас ищут, нажмите кнопку и ждите спасателей. И тогда сигнал переходит к спасателям, они видят, что сработал маяк номер 17, допустим. Где стоит, он не знает. И для того, чтобы человеку было комфортно ждать, там оставляем водички, можно галеты оставить, мазь от комаров. А в якутской тайге поисковые работы обходятся очень дорого. Арендуется авиация, вертолеты. Час вертолета это 300 тысяч рублей. Еще не ну, можно в листве не найти, в зеленке там, человека. Очень трудно отыскать. Поэтому мы совершенствовали его, сделали радиопередачу. А так как радиоволны в лесу далеко не проходят, то сделали так, чтобы маяки ретранслировали друг через друга. То есть 10-й маяк, хоть будет стоять там в 30 километрах, то передаст информацию. И человек будет спасен. А дальнейшее совершенствование мы... Вот в прошлом году были экспедиции в Арктике и участвовали в поисковых работах, когда потерялся катер с 2 людьми. Поисковые работы там очень трудно вести, авиация мало поможет, потому что там очень часто туманы. И если предположить, что у людей сломался двигатель катера,
их прибило на необитаемый остров, то они могут без связи погибнуть там, ну, от голода элементарно. И есть мысль вот развить поисково-спасательные маяки. Мы сейчас занимаемся и рациями для спасателей, сделать их, ну, с радиопередачей, чтобы на 300-400 километров мог он отправлять информацию. И такие можно было бы маяки поставить на Арктических островах, на безлюдных Арктических островах. И если сигнал придет, что потерялись люди, начинается поисковая операция, то с единой дежурной диспетчерской службы района можно их активировать. Они начнут мигать, и человек сразу, ну, поймет, а когда дойдет, там уже будет связь. Ну, тогда и арктические поисковые операции, они могут значительно, ну, быть более эффективными. Задержка получилась из-за того, что вот, вследствие пандемии 2 года мы как резиденты технопарка Якутия и Сколково не могли, ну, приостановили во время пандемии там финансирование таких работ. А сейчас возобновилось это, поэтому промышленный образец, он появится, ну, буквально к концу этого месяца, и можно производить уже в заводских условиях. Но, надеюсь, вследствие своей простоты, эффективности, доступности, эта технология войдет в, скажем, в состав оснащения аварийно-спасательных формирований МЧС, волонтеров, там, добровольческих, ну, спасательных движений, потому что тут не требуется специальной подготовки. Логику, если человек понял, то все, это, можно сказать, спасенные люди. А у нас несколько тысяч человек теряется в лесу в течение года по всей стране. И если маяки эти будут находить часть этих людей, то это большое дело. И с точки зрения, ну, экономики, не сравнить вот стоимость, скажем, вот этих труб там для канализации или ее составляющих, ну, со стоимостью использования вертолетов. Если есть способ более эффективно просто находить человека, почему нельзя им воспользоваться? Надо их активно внедрять.